Слово для выступления предоставляется представителю Верховного суда. Уважаемый председатель, уважаемые судьи Конституционного суда, Верховный суд Кыргызской Республики, рассмотрев доводы субъекта обращения относительно проверки соответствия части 6 статьи 370 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики, части 1 и части 2 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики, считает оспариваемую норму не противоречащей основному закону и просит отказать в удовлетворении ходатайства. Так как в соответствии с частью 1 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, часть 2 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики закрепляет право каждого защищать свои права и свободы, а также обеспечивает восстановление нарушенных прав всеми доступными способами, не запрещенными законами. Указанные конституционные положения направлены на обеспечение доступа к правосудию и возможность эффективного рассмотрения спора судом. При этом указанные положения не устанавливают конкретных требований к форме мотивирующей части судебного акта. Кассационное производство по своей правовой природе не является повторным рассмотрением дела по существу и направлено на проверку правильности применения судами норм материального процессуального права. Суд кассационной инстанции осуществляет проверку законности, вступившую в законную силу судебных актов судов нижестоящих инстанций. Часть 2 статьи 370 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики регулирует требования к содержанию актов суда кассационной инстанции в случае, когда суд кассационной инстанции оставляет в силе судебные акты суда первой или апелляционной инстанции по основаниям, изложенным в этих актах. Данная норма освобождает суд кассационной инстанции от обязанности повторного мотивирования решения при условии выражения согласия с мотивами обжалуемым актом. Она лишь определяет форму изложения мотивов судебного акта кассационной инстанции и не лишает судебное решение мотивированности, поскольку мотивы содержатся в актах, с которыми Кассационный суд выражает согласие. В то же время, если выводы доводов судов первой или апелляционной инстанции являются правильными, однако приведенная ими мотивировка не соответствует выводам суда, либо содержит ошибки в применении норм материального или процессуального права, то суд кассационной инстанции оставляет в силе судебные акты нижестоящих судов и в мотивирующей части постановления Верховного суда излагает свои доводы. Оспариваемая норма не ограничивает участников процесса в праве на судебную защиту, так как спор уже был рассмотрен судами первой и апелляционной инстанции с вынесением мотивирующих решений. Кассационный суд оценивает доводы жалобы и законность принятых актов, указанные на согласие с мотивировкой обжалуемых решений, позволяет сторонам понять правовую позицию суда и основанием принятого решения. Мотивированность судебного решения должна оцениваться в совокупности всех судебных актов по делу. При наличии подробной и обоснованной мотивировки в решении суда первой или апелляционной инстанции, отсутствие дополнительной развернутой мотивировки в судебном акте кассационного суда не означает нарушение принципов справедливого судебного разбирательства, правовой определенности и прозрачности правосудия. Таким образом, часть 6 статьи 370 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики устанавливает возможность упрощенного порядка изложения акта кассационной инстанции и не препятствует реализации права на судебную защиту, гарантированную частями 1 и 2 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики, а лишь устанавливает особый порядок оформления решения кассационной инстанции при подтверждении законности и обоснованности выводов нижестоящих судов. На основании вышеизложенного Верховный суд Кыргызской Республики считает, что часть 6 статьи 370 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики не противоречит частями 1 и 2 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики. Кроме того, дополнение. Хотелось бы сказать, что согласно части 8 статьи 370 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики были дополнены изменения от 11 апреля 2020 года в случае вынесения нового решения суд кассационной инстанции вправе рассмотреть вопрос о разъяснении решения в соответствии со статьями 208 Гражданского процессуального кодекса. Статья 208 Гражданского процессуального кодекса гласит о разъяснении решений. То есть, если в случае неясности решения суд, который разрешил дело, вправе по заявлению лиц, участвующих в деле,
разъяснить решение, не изменяя его содержание. В части того, что заявитель мог бы обратиться для дачи разъяснения в суд напрямую. Хотела сказать это. Все, спасибо за внимание.